Як у кіно, кажемо ми про нешта яркае, дзіўнае, захапляльнае. А як на самай справе ствараецца кіно? Што стаецца за кадрам, хто прыдумляе гісторыю, а хто выразае няўдалыя дублі? І як жыве беларускі кінематограф? Ці не цесна яму на сваёй старэнькай кінастудыі? Зрэшты, за гэтым фасадам можа ўсё апынуцца не так, як здаецца, бо мы трапляем у свет, дзе гаспадарыць магія кіно. Калі вы бачыце ў горадзе на невялікай пляцоўцы шмат фургонаў, светлавых прыбораў, людзей, якія, здаецца, нічога не робяць, хутчэй за ўсё тут здымаецца кіно. Дарэчы, абсалютна незразумела, чаму на пляцоўцы павінна быць так шмат людзей. На самом деле кино — это про команду. Все совершают свои первые ошибки, и я их тоже совершал. На своих первых проектах я старался отвечать просто за все. То есть я же и режиссер, и сценарист, и монтажер, и актера встречу на площадке, и кофе разогрею, чайник подключу. В общем-то, распылялся я на все эти обязанности. И по итогу это очень сложно все собрать воедино. Поэтому у нас есть ребята-осветители, бригада гримеров, костюмеров. Это все очень важные люди, без которых кино бы не получилось. Чем больше команда и точнее расписаны все обязанности за каждым членом группы, тем спокойнее будет съемочный процесс. Без нервов, без суеты, когда каждый отвечает за свое дело, это идеально. Свой дэбютны паўнаметражны фільм рэжысёр Кірыл Халецкі зняў якраз пра тое, як ствараецца кіно. Аказалася, назіраць за гэтым не менш захапляльна, чым удзельнічаць у працэсе. Очень в лоб кино про себя, да, то есть вот я сам пришел, и я сам с этим столкнулся. Мне показалось это очень интересным, потому что для меня обычные здесь вещи, они казались необычными. И даже вот в этом помещении мы тоже снимали одну из сцен, это тоже как-то завораживает. Мы уже и «Титаника» переснимали, и «Леона» переснимали. Марина Васильевна, это искусство. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах. Сдай кадр. Ходзяць чуткі, што трапіўшы на здымачную пляцоўку, можна заразіцца вірусам любві да кінематографа і вылечыцца амаль немагчыма. Ты зноў і зноў будзеш марыць пра здымкі. Каждый день приходит 10 плохих новостей, из которых 5 ты успеешь как-то исправить, на следующий день приходит 10 новых плохих. Когда приходят хорошие новости раз в месяц, ты очень сильно этому радуешься. Как жизнь в абьюзивных отношениях. Постоянно огромная градация чего-то очень плохого до чего-то очень хорошего. Поэтому тоже такой, в этом плане, эмоционально сильный наркотик. Усё пачалося ў 1924 годзе. У Мінску быў створаны трэст Белдзяржкіно і хутка запрацавала першая кіналабараторыя. Але займалася яна выключна дакументальнымі карцінамі. Першая прапіска студыі была не мінскай. Размяшчалася яна ў Ленінградзе ў будынку на набережной канала Грибоедова. Там все было, на то время все. И технические условия, и, как говорится, павильонные условия. Но самое главное, там были кадры. Прэм'ера першага беларускага фільма «Лясная быль» Юрыя Тарыча адбылася 6 снежня 1926 года падчас адкрыцця кінатэатра «Культура». Карціна здымалася ў былым маёнтку графа Чапскага ў Прылуках. Маштабы ўражвалі. Рэжысёр запрасіў масоўку каля 1000 чалавек. У аснове кінастужкі аповесць Міхася Чарота «Свінапас», у якой мелася ўсё, што патрэбна для добрага кіно. Прыгоды, дынаміка і яркі лірычны складнік. Юрый Викторович Тарыч стаў першым рэжысёрам беларускага кіно. Дарэчы, асістэнтамі на яго фільмах былі будучыя знакамітыя рэжысёры Іван Пыр'яў і Владзімир Корж-Саблін. И только где-то с 1936 года переехали уже в Минск, и вместо Белгоскино появилась у нас студия «Советская Беларусь». Сформировалась вот эта основа. Ну и самое главное, это люди кинопроизводства. Знаменитый классик, впоследствии ставший Марк Донской, Гардин у нас снимал, Зархи снимал, у нас актеры были, у нас экранизации пошли. З'явіўся ўласны будынак у Мінску, у раёне цяперашняга велазавода. Туды нават перавезлі частку архіваў. На жаль, там яны і згарэлі ў першыя дні Вялікай Айчыннай вайны. Пасля вызвалення Беларусі ў Мінск, які аднаўлялі літаральна з попелу, прыехалі кінематаграфісты. Праўда, мясцілася тады студыя ў касцёле святых Сімеона і Алены ў цэнтры горада. Некалькі дзесяткаў гадоў тут былі павільёны, кабінеты, рэквізітарскія, здымаліся фільмы і адбываліся іх паказы. Вот когда знаешь это здание изнутри, то удивляешься, как это все могло там происходить. Костел, конечно, не предназначен для такого рода производства. Но, тем не менее, тоже знаменитая картина, как девочка ищет отца, снималась на базе этого костела.
Студыю ў той час узначальваў рэжысёр Уладзімір Корж-Саблін. Былы чырвоны кавалерыст, унук вядомага тэатральнага антрапрэнёра і драматурга, ён нарадзіўся ў Маскве, але большую частку жыцця правёў у Беларусі. Менавіта тут ён стаў адным з заснавальнікаў нацыянальнай кінастудыі і першым старшынёй Саюза кинематографистов. У Корж-Саблина в 1940 году, прямо накануне войны, появилась вот первая такая советская музыкальная белорусская комедия «Моя любовь» с Лидией Смирновой в главной роли. Менавіта пры Корж-Сабліне пачалося ўзвядзенне будынка па праспекце Леніна. Тады гэта была ўскраіна горада. Ад забудовы пачатку 60-х застаўся цэнтральны корпус. Я часта чула пра асаблівую атмасферу ў калідорах Беларусьфільма, але для мяне тут усё, як у лабірынце, лёгка заблукаць. На данный момент на киностудии достаточно оборудования, чтобы работала и студия игровых фильмов, и студия документального кино. Потому что они снимают очень много проектов, и нам нужно все это параллельно делать. Кому свет, кому камеры, но этого достаточно, чтобы снимались сразу 2 полнометражных фильма, а то и 3, и, может быть, фильмов 5-6 документальных. То есть ресурсов киностудии достаточно. Сцэнарыст і рэжысёр, саюзнікі ці канкурэнты. Колькі крыўд і скандалаў адбываецца ў кіно паміж аўтарамі карціны. Сваё бачанне ўсё ж такі складаная рэч. Тут, як у знакамітай басні Івана Крылова, «Когда в товарищах согласия нет». И я даже помню хорошо, как трудно начиналась «Дикая охота короля Стаха», потому что и Короткевич не очень-то принимал некоторые произведения свои в кино, в том числе и это, и у Рубинчика с Короткевичем не было такого уж согласия явного. Да, и он еще был такой молодой и очень сомневающийся человек, и очень робкий человек. И всегда вот это самоедство, самокопание ему мешало. И я была так искренне удивлена, потому что мне казалось, Рубинчик уже состоялся как мастер. Он вот всегда на любой картине он чувствовал себя вот как робкий мальчишка. То, как потом, когда приходило признание, он даже с каким-то недоверием относился, что действительно это случилось. Часы, калі на Беларусьфільме вісела арыгінальная форма афіцэраў вермахта, а ў гаражы стаяла сапраўдная тэхніка другой сусветнай, канулі ў вечнасць. Віктар Тураў, чалавек, у якога жыццё і кіно – гэта кроў ля горла. Гаварылі пра яго. Збег з нямецкага канцлагера. На яго вачах бацьку павялі на расстрэл. Дыпломная работа праз могілкі ўвайшла ў 100 лепшых фільмаў пра вайну. Батя, я же говорил немцы! Феликс, беги! Миша, метро! Беги! А как же вы? Беги! Феликс, черный! Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. У стужцы «Я родам з дзяцінства» упершыню прагучалі песні малавядомага тады Уладзіміра Высоцкага. На погоду. У нас тогда сложился целый круг молодых кинематографистов, которые действительно, в общем, принадлежали к одному поколению, которое вступало в самостоятельную кинематографическую жизнь. И как-то непроизвольно, в общем, у нас даже название такое родилось. Первоначальный сценарий назывался «Фронтовой город», а потом появилась «Я родом из детства». Одна из непревзойденных картин о Великой Отечественной войне. Причем рассказана эта история печальная, в общем-то, драматическая, в такой вот мягкой тональности, в такой лирической стилистике. И фильм, конечно, вошел в золотой фонд фильмов о войне. Я думаю, не только Беларусьфильма, но и всего советского кино. А да карціны «Людзі на балоце» пра жыхароў Палесе рэжысёр рыхтаваўся больш за 6 гадоў. То, что мне пришлось учиться у Довженко, наверное, каждому, кто у него учился из моих однокашников, запала вот его влюбленность в землю, когда я познакомился с романами или же Полесской хроникой, то у меня сразу же появилось желание поставить эту картину. Но очень долго я не решался, потому что понимал просто, насколько это все сложно, ответственно и трудно.
Міхаіл Пташук – адзіны беларускі рэжысёр, якому прапаноўвалі зняць кіно ў Галівудзе. Ён экранізаваў творы Быкава, зняў фільм па рамане Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается особо опасный террорист, немецкий резидент Мищенко Иван Григорьевич, 1905 года рождения. Самай паспяховай у кар'еры стала стужка ў жніўні 44-го па рамане Багамолава, экранізаваць які рэжысёры ў СССР спрабавалі на працягу 25 гадоў. Это было его желание снимать то, что ему близко, то, что он сам пережил. Ну и в частности, военная тема была ему близка. Міхаіл Пташук сваім вучням казаў: рэжысёр – гэта не прафесія, гэта перш за ўсё характар. Я тебя прошу, не торопись. Сахара нет, хлеба нет, голод. И он в этот момент покупает скрипку. Ему неудобно подойти к ней, признаться в этом. Не торопись. Давай еще раз. Ладно? На Беларусь-фільме яго першую карціну не хацелі прымаць. Як гэта можа быць? Кот без хваста, ліса ў сукенцы. А на праглядзе ў Дзяржкіно зладзілі авацыі. Фільм «Прыгоды Бураціна» маскоўскі рэжысёр Леанід Нечаеў зняў у Мінску і надоўга застаўся ў Беларусі. Менавіта тут ён стварыў свае лепшыя карціны для дзяцей, у тым ліку і пра чырвоную шапачку. То потихать и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, то, возможно, можно в Африку прийти. Акцёраў для сваіх казак рэжысёр шукаў паўсюль. Мог выскачыць з вагона метро, убачыўшы дзіця, якое падыходзіла да ролі, і адразу прапанаваць яму зняцца ў кіно. «Мы хуліганілі», – казаў рэжысёр пра сваю работу. Студыя на эксперыменты глядзела спакойна. Гэта ж былі казкі. Анімацыя, а не мультфільмы. Менавіта так кажуць сёння. Так што аніматары – гэта не толькі тыя, хто забаўляюць людзей на мерапрыемствах, але і тыя, хто ствараюць фантастычныя маляваныя сусветы і расказваюць казкі. Мама, когда мне было 3 года, еще придумала для меня профессию режиссер-мультипликатор. Я еще и выговаривать-то особенно это не умела. То есть, и что это за профессия представляла плохо, я только понимала, что раз там есть какое-то похожее слово на мультик, то, наверное, это хорошо. На кінастудыі «Беларусь-фільм» зараз выкарыстоўваюць камп'ютарныя тэхналогіі. Раней усё малявалі ўручную. Сейчас популярна очень 3D-анимация. Практически это та же кукла в чем-то, только виртуальная. То есть если куклу действительно можно взять в руки и там, потрогать, там, оторвать ручки-ножки, погнуть, то это делается в компьютере. Похожая объемная фигура создается при помощи там, кривых безье. Гнутость ручек-ножек устанавливаются специальные ключи, за которые аниматор потом будет их сгибать. Техники немножечко напоминающие друг друга именно тем, что это объем. Беларуская анімацыя яшчэ ў гады СССР была вельмі вядомай і знаходзілася ў топе сярод іншых кінастудый краіны. Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик. Первый кукольный фильм «Незнайка поэт» был снят на Беларусь-фильме в 1971 году, запущен. И с этого года, собственно говоря, мы ведем свой отчет. С тех пор у нас снято было больше 250 фильмов. Совершенно разные темы, техники и целевые аудитории. От самых маленьких до самой взрослой, прокачанной аудитории. Есть и сказки, и притчи.
Светитесь, время ушло, купальская ночь вот-вот начнется. Зло не будет править мирами. Песня «Сирен» — это полнометражный анимационный фильм, одна из наших последних работ. Он идет 85 минут, это час 25. Мы его делали нашей относительно небольшой командой почти 4 года. Полный метр анимации, он имеет еще свои технические сложности, чтобы подготовить его к раздаче мультипликата, а выполнение самого мультипликата, то есть оживление самих персонажей, это очень сложная, ювелирная, ответственная работа. И если ты ошибся в момент подготовки к ней, потом тебе аниматор сделал сцену, а тебе пришла в голову там какая-то очень мудрая мысль, и просишь его поменять, поезд уже ушел. И вот мы видим дан старт. Ничего удивительного нет. Нази Арвен уверенно захватывает лидерство. Новая лодка. Самая современная. И что же мы видим? Ты сломал ее на первом же старте! Сёння стаўка на кінастудыі зроблена на новыя кадры і актуальныя тэмы. Спартыўная драма пра падлеткаў «Пераломны момант», кінадэбют рэжысёра Дмітрыя Сарокі. Фармат вялікага экрана для яго новы, а вось вопыт пастановаў і здымак для тэлевізійных каналаў вялікі. Рэжысёр прызнаецца, што працаваць на Беларусьфільме ён марыў цэлых 15 гадоў. Праўда, не ўяўляў, з якой колькасцю складанасцяў сутыкнецца. Специально писали сценарий так, чтобы все действие происходило летом, так как у нас надо было все за лето снять. Вот мы приступили к съемкам в конце июля, и в начале сентября мы закончили. У нас было 36 съемочных смен, почти без выходных, потому что это условно выходные. На самом деле это был период подготовки следующих съемок. Когда мы впервые поплыли, да даже сравнить не с чем. Ну давай честно, с этой командой тебе ничего не добиться, а для них это просто игра. Они же все поверили тебе, и ты вот так просто можешь их бросить? Вся реальность, она преломлена эмоциональным ощущением главного героя. То есть, когда ему грустно, все мрачненько, то есть погода подстраивается под его чувства. Мы все декорации выстраивали так, чтобы вторить именно эмоциональному состоянию героя. То есть так выбирали костюмы, цветовую гамму, все вот эти вот вещи. И для того, чтобы создать пространство воспоминаний главного героя, мы использовали 16-миллиметровую пленку. Специально брали камеру, везли из Москвы для этого, так как камер у нас уже не осталось. Я всегда хотел стать чемпионом, ну как папа. Ты не он! Я буду тренироваться в другой команде. Я соберу свою. Шлях станаўлення спартсменаў у акадэмічнай грэблі абраны сімвалічна. Беларускія атлеты традыцыйна паспяховыя ў гэтай дысцыпліне. Адметна, што над фільмам працуе на 100% айчынная команда. Одновременно и зарабатывали новую технологию, одновременно еще искали команду, потому что в тот момент, когда мы делали фильм, снималось еще классное, еще снималось «Одном-двоих», «Батька Минай». Приходилось очень много искать команду. И даже потом, после того, как съемки завершились, был очень сложный постпродакшн. Даже сейчас, вот здесь, где мы находимся в студии, здесь делается панорама 5.1, то есть вплоть до самой премьеры будет идти работа над фильмом. Атмасферу ў кіно ў значнай ступені стварае музыка. Агучванне, азначаюць многія рэжысёры, прымушае фільм дыхаць, нібыта ажыццяўляючы кадры. И это адбываецца менавіта тут и теперь. Процесс укладки речи, то есть это когда берется речь, которая записана на площадке, там отбираются удачные дубли, они как-то корректируются, подрезаются. Если дубль был неудачным, производится перезапись, это тоже отдельный процесс, когда вызывается актер. Вторая — это так называемые эмбиенсы, то есть это отдельная работа, когда на каждую сцену пишутся все шумы, которые происходят за кадром. Затем есть отдельный артист по записи отдельных звуков, которые есть, то есть, допустим, шаги, там, не знаю, кружки, всякие стаканчики выливаются. То есть дальше есть участок, который занимается SFX-ами. Звук того, как скрипит лодка, как идет весло в воду, как оно погружается. Параллельно с этим еще, кстати, делается еще музыка. На этот фильм нанимали отдельно еще композитора музыкального, который написал еще отдельный трек. Нядаўна кінастудыя перажыла буйную мадэрнізацыю, і сёння ў яе вялікіх павільёнах можна ствараць новыя маштабныя проекты. Мы растем, мы шагаем вперед. Работа наша, она есть. А вот зрителю осталось только прийти в кинотеатр и посмотреть самому фильм. Кіно жыве па сваіх законах. Не заўсёды можна прадбачыць, які фільм стане папулярным у гледачоў, які рэжысёр упіша сваё імя ў летапіс лепшых. Але важна, што гісторыя кінастудыі «Беларусьфільм» працягваецца, а значыць, нас чакаюць новыя прэм'еры.